Он говорил настолько тихо и не торопясь, что журналисты успевали записывать каждое его слово. Министры внимательно слушали, делали себе пометки. Такое заседание правительства, видимо, никто не проводил. В Рио главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров сразу начал с поручений, замечаний и призывов. Перед руководством республики стоят четкие задачи в виде майских указов Владимира Путина. Они должны стать настольной книгой каждого министерства, говорит Агузаров. Он отметил архисложную ситуацию с финансами. До конца года республика должна погасить долг в размере 5,5 миллиардов рублей. Глава уверен, что доход в казну должен приносить малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес сегодня должен стать доминирующим в секторе экономики Республики Северная Осетия. Поэтому необходимо создать все условия для нормальной, динамичной работы малого и среднего бизнеса. Тамерлан Агузаров, несмотря на приставку в Рио, намерен работать на пределе своих возможностей, о чем громогласно заявил. Такой же отдачи он требует и от кабинета министров. Глава призвал чиновников выйти из своих кабинетов и по-настоящему заняться проблемами. В ближайшее время министры должны представить график выездов в районы республики для посещения подведомственных объектов. Живите проблемами своих ведомств и своих учреждений, подшефных, подопечных, надзорных, поднадзорных. Живите их проблемами, решайте их проблемы, старайтесь решать. Руководство республики будет оказывать вам всяческую помощь. После этого Тамерлан Агузаров удалился, а министры заметно взбодрились. Заседание продолжил в Рио председателя правительства Азамат Хадиков. На повестке дня вопрос о внесении изменений в республиканский бюджет. Министр финансов Наталья Царева заявила, что к 2016 году предлагается найти около 60 миллионов рублей на строительство жилья для пострадавших во время терактов в Беслане. Проект поддержали и отправили на одобрение республиканского парламента. Елена Черенкова, Борис Сопоев, Осетия ТВ. Thank you.